Решил проверить качество утеплителя и толщину утеплителя. Сегодня Фарид Абдулазянов чуть ли не сам участвует в строительном процессе. Он не прораб, а дольщик. И требования у него строгие. Где-то строителям подскажет, где-то утеплитель проверит. Видно, что сделано по уму нормально. 2 слоя с перехлестом стыков. Дольщиков СВ сегодня у этого дома на Читаева собралось немало. Начали его возводить еще в 2012-м. Стройка замораживалась, подрядчики менялись. Сейчас объект достраивает компания «Бриз». Я вот с 2014 года здесь вот квартиру продал и был вынужден снимать квартиру. Так что вот мы надеемся и благополучном завершении в этом месяце. Этот дом стал одним из 30 проблемных долевых объектов Казани. Половину на данный момент уже сдали. Сегодня внесли ясности по дому на Читаева. Его сдадут через 2 месяца. Осталось сейчас врезку сделать. Это водовода. Правда, этот водовод будет снабжать водой весь квартал. Но раз так, делаем. Не могу даже все это сказать. Да, до того мне прям душа радуется, что хочу квартиру посмотреть. И после сдачи документов, как получу документ, начну ремонт делать. Сейчас я нахожусь в доме на улице Чистопольская, у которого очень непростая судьба. Его строительство началось в 2010-м, после чего стройку заморозили. И люди просто не понимали, получат ли они свои квартиры. Но в ноябре прошлого года сюда пришел новый подрядчик, и вот во дворе уже кипят строительные работы. На сегодняшний день можно определить, как 70-75% уже объект готов. Работы идут в соответствии с графиком, даже немножко с опережением от графика. Комиссия постановила, во дворе дома необходимо переложить ливневки. В остальном все в порядке. Значит, в этом году минус еще один проблемный дом. Еженедельные проверки строительной среды должны заметно сократить этот долевой черный список. На неделе были на объекте Ноксы. Там вот готовность высокая, тоже есть дом. Работы ведутся. Еще есть у нас жилой комплекс, где вот старый ипподром был. Там 4-й дом. Тоже готовятся к сдаче. То есть вот все эти дома, они фактически имеют уже достаточно высокую степень готовности, и мы не сомневаемся, что они будут сданы. Такие выезды по стройкам стали регулярными. Дольщики надеются, что строительство их домов этой весной уже никто не заморозит. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.